Всем доброго дня суток, с вами Эльвира из Америки. Жапта поры лежи погалами елташлак киндандыны Эльвира Америка гач. Когда-то давным-давно я собралась была лететь домой отсюда из Америки в Россию, и мне моя старшая дочь говорит: мама, вот тебе игрушка, передай, пожалуйста, это бабушке Вере. А я такая в смятении и спрашиваю: какая еще бабушка Вера? Она мне говорит: помнишь соседку нашу, бабушку Веру? И я ее спрашиваю: ты имеешь в виду бабушку у Толика и Олеси? Говорит: да. Я говорю: а что? Я говорю: конечно, я могу передать, я ж поеду в эту деревню и могу зайти и сказать все то, что ты мне передашь. И она мне говорит: вот тебе игрушки, передай, пожалуйста, это бабушке Вере. И скажи, говорит, большой привет ей, скажи, что я о ней помню. И тогда я ее спросила, я говорю: а почему ты вдруг о ней вспомнила? И она мне говорит: я никогда о ней не забывала. Когда мы были маленькие, бабушка Вера всегда очень по-доброму относилась к нам. К нам она имела в виду к себе и к сестренке, к Серафиме. И то, что бабушка Вера, это, как она мне сказала, моя старшая дочь, что всегда очень по-доброму относилась, по-доброму говорила. И она дома готовила разные пирожки, угощала моих девочек. В общем, доброта у бабушки Веры настолько осталась в душе и в сердце, и в голове у моей дочери. Это очень меня поразило. Я что хочу сказать, что действительно все то, что с нами в детстве происходит, очень сильно остается в памяти, очень глубоко остается и в голове, в памяти, и в душе. Вот. И тем более, когда дети чувствуют вот эту вот доброту, они вот это вот запоминают и проносят через всю свою жизнь. Конечно, когда я прилетела обратно, и, к моему сожалению, я несколько раз ходила своим соседям, не нашла, дверь была закрыта, поинтересовалась у соседей и узнала, что бабушки Веры уже в то время не было, может быть, год или 2 года. В общем, это было давно, уже очень давно. Оставила я, по-моему, этот подарок у своих родных, когда мама моя была жива. Но когда я приехала домой, вернее, даже по телефону, когда я разговаривала, Машенька меня спросила: говорит, ты отдала мою игрушку? И я ей сказала, что к великому сожалению бабушка Вера ушла из жизни, и я не смогла даже увидеть ее родных и близких, потому что дверь была закрыта. У меня не было возможности передать все. Вот один из случаев. Если вы давно следите за моим каналом, вы уже знаете о том, что я начала работать в Бердайнсе, Macy's, а вторая моя работа была в гостинице. Я убирала гостиничные номера. Английского не было, нужно было жить, нужно было работать, пришлось начать жизнь с нуля. Если я выполняла эту работу ввиду того, что у меня не было английского языка, то вместе со мной работали женщины,
Причем в расовом соотношении работали все. То есть и европейные, как я, и афроамериканцы. Причем их было, ну, наверное, 70%. Были и испаноязычные. В общем, всех хватало. И вместе со мной работали женщины. В общем, сидели они вообще-то в тюрьме. В тюрьме они сидели, но ввиду того, что они кому-то сколько-то там задолжали, они должны были выплачивали, и они, в общем, работали вместе со мной. Их привозили утром, ну и вечером после работы забирали. И вот я оказалась вот в такой вот массе людей. У меня начальница была афроамериканка, очень высокая, красивая, статная Сабрина. Я скажу так, что это было почти что в самом начале моей жизни здесь в Америке. Естественно, я очень медленно приобщалась вообще к жизни и культуре, и к обычаям, и к традициям Америки. Ввиду того, что я как-то привыкла работать быстро, как это возможно, и качественно, в общем, убирала я эти номера, это был 5-й или 6-й этаж. Гостиница была такая круглая. Там где-то около 16 номеров было. Убирала я достаточно быстро, потому что если я к 9 часам приходила на работу, при хороших обстоятельствах, то я уже в час дня уходила. В конце концов, и Сабрина, моя начальница, она меня несколько раз проверяла. Раза 3, наверное, она у меня проверяла качество, настолько я хорошо убрала. А после 3 раз она прекратила это все дело делать, потому что она уже знала, что мне можно доверять. Я, конечно, своим трудом заслужила ее уважение. Но, к великому, к сожалению, вот этот вот контингент, с кем я работала, были несколько ко мне насторожены в том плане, что, видать, Сабрина начала на них бочку катить, напрягать их, почему это Эльвира убирает гостиничные номера с 9 до часу, а вы убираете до 5 часов или даже до 6. Все дело в том, что там была почасовая оплата. Мне, честно сказать, я прекрасно знала, что эта работа у меня временная, что я здесь нахожусь вот пока я не выучу, как говорится, тот минимум английского, который мне поможет в дальнейшем. И, в общем, Сабрина, видать, начала их напрягать, почему это Эльвира убирает до часу, а вы тут разбалтываетесь до 5 до 6 часов. И эти милые дамы начали на меня, как говорится, бочку гонять. Вот. Но один раз я помню, действительно думаю, господи, чего это я? Думаю, если им можно тут до 5 до 6 часов, плюс они там с 6-7 этажа ходили курить, брали вот этот вот break time, то есть это перерывы своего рода, а я не курила, и время, думаю, что я там тратить, но и решила просто это самое. В том номере, например, где я там выбиралась, включала телевизор, садила и смотрела, например, мультфильмы на английском языке, таким образом как бы учила английский. Ну и Сабрина меня один раз так поймала, говорит, ты что сидишь, ты же еще не закончила. А я говорю, а какая разница-то, как я свой перерыв провожу? Либо я телевизор смотрю,
Либо я курить хожу туда по полчаса. Вот. Ну, в общем, Сабрина на этих женщин опять наехала. Типа, вы тут курить ходите, понимаешь ли? Вы тут у меня все будете, clock in and clock out. В общем, время все, говорит, я буду у вас убирать. Ну и они, конечно, не устраивали мне темную. Это было даже невозможно. Почему? Потому что Сабрина на собрании, она сказала, типа того, что вы, говорит, если работаете тут со своими английскими, и вы знаете, почему вы здесь работаете, то я, говорит, вам хочу сказать, что, говорит, она грамотная женщина, она здесь будет недолго, это раз. И во-вторых, если, говорит, вы, типа, кто-нибудь, да что-нибудь посмеет ей сказать, не говоря там что-то еще сделать, вы у меня все полетите и будете иметь проблемы. Но вместе с Сабриной у нас еще работала такая мисс Мэри. Мисс Мэри была тоже афроамериканка, большая, высокая, такая здоровая женщина в теле. И она, конечно, меня очень сильно жалела, вот, что, ну, я как бы не туда попала. Она меня жалела, и вот она мне приносила, даже я ее не просила, все эти пододеяльники, полотенца, на 5-й, на 6-й этаж все это привозила, и голос у нее был очень-очень низкий. Она выходит из лифта и кричит, значит, Эльвира! Я думаю, господи, опять мисс Мэри. Я говорю, yes, мисс Мэри. Она такая, I brought you towels. Я, говорит, тебе привезла, говорит, это самое, полотенце там. Окей, thank you. В общем, бежала, значит, я мисс Мэри, и мисс Мэри отдавала мне все свое. И вы знаете, я ведь ее об этом не просила, то есть это была моя личная работа, я должна была вот спускаться до ландри, то есть это до прачечной, сама все это брать, но мисс Мэри это делала сама, лично, чисто, как говорится, от своего сердца, просто меня жалела и по-доброму ко мне относилась. Потом я как-то помню, я убиралась, и что-то в один момент мне, ну, пожалела себя, я, в общем, начала плакать. Плакать так, что в комнату, в общем-то, в ванной комнате, там нужно было что-то там поменять, и пришел вот этот вот водопроводчик или кто-то там, в общем, это слесарь, значит, тоже афроамериканец, и он меня застал вот в тот момент, когда слезы текли прям. И он подошел ко мне, он взял мою руку. Все, что я поняла, это то, что он прочитал молитву на английском языке «Отче наш», Father our. Вот, честно сказать, вот даже сейчас, когда я говорю, это все то, что со мной случилось, привело меня к тому, что я поняла, что доброта-то, она совсем не зависит от цвета кожи. Доброта не зависит от образования, доброта не зависит от возраста, доброта не зависит от ваших денег в банке. Либо у человека есть это качество, либо его нет. И, естественно, доброе отношение, даже, говорит, кошке приятно, естественно, и человеку приятно. Я, естественно, никогда не забыла, и это невозможно такое забыть. Я всегда храню в своем сердце тех людей, те, которые оставили очень добрый след в моей жизни, в жизни моей семьи, в жизни моих детей. Вообще, я считаю, что
всегда мы должны следовать. И когда мы делаем доброту, не нужно ждать какой-то, я ему сделала, а он мне ничего. Вы делаете одному человеку хорошо. Поверьте, этот человек не забудет про вас. И придет время, возможно, он вам еще даст эту доброту в 10 раз больше, чем вы ему сделали. Поэтому любите друг друга, жалейте друг друга, берегите друг друга и делайте добро. Я надеюсь, вы меня простите. Я сегодня целый день работала, и потом я решила записать видео. Примите меня такую, какая я есть. Завершая свое видео, дорогие мои друзья, я вам всем хочу пожелать доброго здоровья. Поверьте, если у вас есть здоровье, то вы счастливы почти на 99,9%. Здоровье не купишь за деньги. И еще очень много не купишь за деньги. Поэтому помните всегда об этом. Я желаю вам еще раз здоровья, счастья, радости. Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте свои комменты. И до следующего раза. Поверьте, у меня есть много что еще вам сказать. Всех благ вам. До свидания. И не забывайте творить добро. Пагалами елташлак май кошартем шкемен видео. И да монда лайком шандаш. Кеша возалта ногу моин каналшка возалца. Шара за моим видео. И кода за шкендан шанамажда. И да монда. Порлаком. Юма. Ахла. Лиза Тажа, Пиалан, Дапоро. Тенданданалиен Эльвира Америковича. Менеджер Моткошу Чукуула. Каласаш Тендалан.